Вы знаете, если бы я был бы президентом, и у меня было бы парламентское большинство, я бы ввел бы сейчас в Грузии чрезвычайное положение. Ого. Не все румыны являются молдаванами, но все молдаване являются румынами. Мы можем решить приднестровскую проблему, если устраним решающее влияние России на процесс. Ее деоккупируют. Да. Вот, вот и все. Россия – это империя, а все империи рано или поздно распадаются. Распадется и эта империя. Приветствую вас, друзья. Вы смотрите очередной выпуск проекта «Цена свободы плюс». Это проект, где мы с нашими гостями говорим о судьбах Родины и о том, что происходит сейчас в общественно-политической жизни нашей страны. Наш гость Анатол Царану, историк, политик, дипломат. Господин Царану, приветствую вас. Добрый день. Рад вас видеть. Господин Царану, прошло немножко времени с тех пор, как мы с вами последний раз говорили. Мы с вами говорили важный исторический момент для нашей страны перед выборами. Об этом мы, конечно, поговорим сегодня также. Но я бы хотел начать наш с вами разговор с того, что вы вчера были в Гагаузии. Я так понимаю, ваша поездка в Гагаузию была в рамках памяти жертв голода. Сейчас в апреле у нас проходит ряд мероприятий, посвященных памяти той трагедии. Почему Авдарма, господин Царану? Потому что Авдарма – это особый пункт на политической карте Республики Молдова с точки зрения сохранения памяти о тех репрессиях, о советских репрессиях против народа Молдовы. Авдарма действительно в этом отношении уникальное место. Благодаря этой инициативе Игната Казмалы, этого настоящего патриота Гагауза, настоящего патриота Молдовы, там был создан уникальный музей, где собраны документы, касающиеся истории Авдармы, и в том числе трагических периодов истории. Я думаю, что этот пример, эта модель сохранения исторической памяти нужно мультиплицировать и распространить по всей Молдове. В этом отношении Гагаузия сегодня это выступает в роли пионера. И этот пример, который, так сказать, создан в Гагаузии, он заслуживает всяческого одобрения. И повторяю еще раз, его нужно повторять, его нужно мультиплицировать, он должен присутствовать и в других точках Республики Молдова. Ну, это звучит для меня как некий такой... Когда я слышу то, что вы говорите, у меня возникает когнитивный диссонанс. С одной стороны, Гагаузия является примером того, как не сохранять свою идентичность, как, скажем так, сменить свою идентичность на русскую. И это мы видим, это то, что мы видим в гагаузской политике. Да? С другой стороны, мы видим пример, тоже в Гагаузии, который вы, как историк, называете передовым примером того, как нужно сохранять память о этих важных трагедиях, этих исторических страницах. Ну, как важных, с какой точки зрения? С той точки зрения, что они, с моей точки зрения, создали нас некую общность, к сожалению, да, через эти трагедии. Но это то, что трагедия голода и трагедия репрессий – это то, что объединяет всех, кто живет сегодня в Республике Молдова. Не только это, но это в том числе. Конечно. И вот как с этим быть, с этим когнитивным диссонансом? Все нормально, потому что, так сказать, жизнь разнообразна, она многополярна. Да, в Гагаузии сегодня в районах, населенных гагаузами, существует то, о чем вы говорите, существует эта предрасположенность, так сказать, к русской идее, к русскому миру, но существуют и другие примеры, и Авдарма в этом отношении, так сказать, показатель. И с этой точки зрения, я думаю, что все нормально, и, скорее всего, то, что присутствует в Авдарме, да и в других частях Гагаузии, несомненно, говорит о том, что процесс, в общем-то, будет продолжаться, и мы будем восстанавливать нормальность, и в первую очередь гагаузы сами будут восстанавливать нормальность в своих взаимоотношениях и в своих ценностных ориентациях
Мы понимаем прекрасно, что произошло с гагаузами, с гагаузской общностью в Республике Молдова на протяжении всех лет советской власти. Да, как и румын, молдаван, здесь гагаузов подвергали дискриминации национальной, их русифицировали очень усердно, денационализировали, это совершенно очевидно. И драма, если не трагедия гагаузов, заключается в том, что в отличие от румын, молдаванов, в Бессарабии они значительно в меньшем количестве. Их всего там 150 тысяч человек, а в таком сообществе достаточно сложно сохранять национальные традиции, национальные, так сказать, обычаи, национальные особенности, если ты подвергаешься постоянной дискриминации, политической дискриминации, государственной дискриминации. Вообще странно, что гагаузы еще сохранили свое национальное, так сказать, «я». И я думаю, что там существует тот потенциал, этнокультурный потенциал, который, несомненно, может служить основой для восстановления самобытности гагаузского народа и его национальных особенностей и прочее, прочее. Ну, просто советский период оказался чрезвычайно сложным, чтобы не сказать гибельным для гагаузов с точки зрения этнокультурных особенностей, этнокультурной специфики. Да, но с другой стороны, есть и такой, я не знаю, как бы нельзя не оценить тот факт, что гагаузская идентичность стала возрождаться и сегодня существует там, где существует красно-желто-синий триколор, да, то есть это межвоенный период, и особенно сейчас после развала Советского Союза, потому что в других регионах, где живут гагаузы, они практически исчезли. Болгария нет, Да. Греция нет. Да. В Украине это слишком маленькое сообщество для того, чтобы они пытаются сохранить там. И то тоже они частично были в межвоенный период под румынским правлением, да, но при этом были частью вот этого возрождения, которое происходило так. И сегодня, с этой точки зрения, мне кажется, у Республики Молдова есть миссия сохранить гагаузскую идентичность и возродить ее. Ну, в тот момент, когда в Республике Молдова на основе закона, на основе Конституции была учреждена автономия, это было совершенно очевидно, что это связано с необходимостью возрождения, этнокультурного возрождения гагаузов, как народности, как этноса. Другое дело, что вмешалась политика, как всегда, и гагаузов пытаются использовать в корыстных политических целях разные группировки, это тоже очевидно. И, к сожалению, гагаузская автономия, которая должна была в первую очередь и в основном преследовать цели достижения именно этой идентичности, установления гагаузской идентичности национальной, этнокультурной идентичности, она постепенно превратилась в политическую автономию, которая обслуживает интересы определенных группировок. А это уже нехорошо. Это говорит о том, что гагаузов используют в своих корыстных целях политические группировки, и не только отдельные политические группировки, но даже определенные силы вовне страны их используют против Молдовы. Вообще на всем протяжении существования большого, крупного гагаузского сообщества в Бессарабии здесь никогда не наблюдалось межэтнических трений, межэтнических конфликтов. Так и сейчас, мне кажется, нет. Их и сейчас нету, хотя их пытаются будировать именно на этой почве, так сказать, эти разногласия. Гагаузы всегда вписывались идеально скажем так, в достаточно пеструю систему этнокультурного пейзажа Бессарабии. И в этом отношении нужно сказать, что гагаузы всегда были очень лояльны к этой территории, к этому сообществу, в том числе к румыно-молдавскому сообществу. Ну, я из истории знаю, что гагаузы, например, во времена 22 лет вхождения Бессарабии в состав Румынии были верноподданными, так сказать, гражданами румынского государства. Здесь
функционировали, в том числе в гагаузском сообществе, функционировали различные политические силы. Ну да, были определенные политические разногласия, но это характерно для любого общества, где существуют определенные демократические вещи. А вот то, что произошло уже во времена Советского Союза, ну тут уже другая картина, потому что в Советском Союзе основная цель национальной политики сводилась к тому, что нужно создать новое национальное общество, советский народ. Основано на русской идентичности. Ну да, на основе, собственно говоря, русского этнокультурного субстрата, скажем так. Русский язык, русская культура. Ну да, очень много говорилось о национальной культуре различных народов, которые входили в состав Советского Союза. Но это скорее была такая показушная вещь, знаешь, внешняя этикетка. А внутри происходили процессы очень жесткой русификации. В Молдове молдавский язык, так называемый молдавский язык, который, собственно говоря, был румынским языком. Здесь, если ты себе позволял в советское время говорить о языке как о румынском языке, ты моментально подвергся бы самым жестким репрессиям. Даже этот самый молдавский язык был загнан туда, в угол, где-то на кухню. Там кухонные разговоры позволялись на языке этнического большинства, на румынском языке. В официальной жизни, в официальных отношениях он практически не существовал. Ну да, во время концертов там можно было сказать несколько фраз на молдавском языке. Боназио и Ларик Боназио, жог, да. еще что-то в этом роде. Но все отношения, все контакты, все официально проходили только на русском языке. Попытка говорить на языке большинства, на румынском, на молдавском, как его тогда называли, вызывали обвинения в национализме. А это для большинства, все-таки здесь существовало 3 миллиона румын-молдаван. А что говорить о гагаузах? Гагаузы не раз пытались, так сказать, на протяжении всех лет советской власти, они требовали или пытались внедрить в школе курс преподавания на гагаузском языке, хотя каких-нибудь предметов, возродить язык, сохранить язык. Советская власть этого не позволяла. Да, вплоть до развала Советского Союза. Да. Тут два момента. Первый. Почему вот эта вот память о голоде, прежде всего голоде, потому что он был самой массовой, эта трагедия, с моей точки зрения, гораздо больше, чем депортация. Депортация, безусловно, трагедия, да, но голод 10% населения Бессарабии. Он убил почти 200 тысяч человек. Да, и об этом практически ничего не говорилось, но до последнего времени. Почему это не стало таким, знаете, как склеивающим элементом в Республике Молдова? Ну, наверное, потому что здесь была очень пестрая политическая обстановка. К власти приходили очень часто политические партии, которые ориентировались на Россию. Вы меня об этом спрашиваете, но вы гагауз, вы, так сказать, еще прекрасно знаете, какая ситуация в Гагаузии. Когда там был поставлен вопрос в собрании вашем о необходимости учреждения Дня памяти жертв голода, основные аргументы против были следующие. Мы таким образом рассоримся с русскими. Обидим Москву. Да, обидим Москву. Советскую Москву действительно обидели бы. Но при этом говорили, Москва здесь ни при чем. Ну, конечно. Но мы обидим Москву. Так если она ни при чем, чего же она должна обижаться? Совершенно верно. То есть, опять-таки, когнитивный диссонанс или алогизм и прочее, прочее. Но это правда. Когда они говорили о том, что некоторые ваши политики говорили о том, что мы обидим Москву, мы обидим русских, то они практически признавали, что Москва, собственно говоря, была та, которая несла ответственность за голод в Молдове. И это действительно так. Это действительно так. Для Гагаузии это была двойная трагедия. Если по всей Молдове от голода погибло где-то примерно 10% населения, мы говорим о 150-200 тысяч человек, то в Гагаузии есть села, где от голода умерло от 30 до 50% населения.
И когда я приезжаю к вам в Гагаузию, меня часто спрашивают, а почему это было? Почему Гагаузия пострадала больше всего во время голода? Мой ответ следующий. Ну да, на юге Засуха. засуха была более жестокой, нежели в центральных, и тем более в северных районах. Но не это определяло трагедию. Проблема Гагаузии, несчастье гагаузов было то, что они это очень трудолюбивый народ. И на протяжении всей истории нахождения в Бессарабии создали здесь очень крепкие хозяйства. А что такое крепкое хозяйство? Это достаточно много земли, достаточно много скота в хозяйстве, сельхозинвентарь, достаточно высокий результат труда. А кто это для советской власти? Это кулаки. А кулаки – это враги советской власти, их нужно уничтожить. И поэтому, когда советская власть сюда пришла, и когда была устроена вот эта вот продразверстка, то есть так называемые поставки, хлебопоставки, они в первую очередь коснулись крепких хозяйств. Именно они несли в первую очередь всю тяжесть налогового бремени советской власти. Но если у гагаузов было очень много таких хозяйств, значит, они были в самой большой степени подвержены этому давлению. Приезжали вот эти вот товарищи из района при помощи местных активистов. А кто были местные активисты? Ведь что сделала советская власть? Она инверсировала социальную пирамиду общества. Крепкие люди, которые умели создавать свои хозяйства, крепкие хозяйства, умели много работали с утра до вечера, были трудолюбивыми. Они в одночасье оказались, и которые всегда были верхушкой пирамиды. Они были элитой села. На них все ориентировались. Они в одночасье оказались, на дне. А наверх поднялись тех, кто были бедняки. А кто были бедняки? Ну да, были и достаточно, так сказать, нормальные люди среди бедняков. Но было среди них и очень много лентяев, пьяниц, все отребье. То есть то, что мы называем люмпином на селе. И вот это вот самая, ну скажем так, люмпинизированная часть села, она вдруг оказалась элитой. Представляете, что произошло? Вообще произошел обвал всех тех ценностей и всей той системы, на которой зыждилось сельское сообщество. Сельские, так сказать, хозяйства, сельские устои деревенской жизни и прочее, прочее. Ведь во времена Бессарабия – это территория, где засухи повторяются периодически. Каждые 10 лет 2-4 года засушливые, особенно на юге. На протяжении столетий люди научились преодолевать последствия засух. В каждой семье сохранялся неприкосновенный запас продовольствия, который обеспечивал выживаемость семьи в условиях засухи. И еще один момент. Крепкие хозяйства, так называемые, то, что советская власть называла кулаками, там были большие запасы хлеба, которые во многом превосходили потребности этой семьи. Во времена голода бедные семьи имели возможность приходить к более зажиточным селянам и брать у них взаймы хлеб. Конечно, это загоняло их в определенную кабалу, но зато это спасало их жизни, они не умирали от голода. Но когда пришла советская власть и вычистила до последнего зернышка все продовольственные запасы в крепких хозяйствах, они перестали быть теми местами, теми депозитариями запасов, которые спасали в голодные годы бедные семьи. Причем в жесткой форме они это делали, насколько я понимаю. Ну, конечно, они просто выбирали все. Повторяю, румынский закон запрещал забирать жизненно необходимый запас продовольствия, а при советской власти не существовало такого закона. Наоборот, существовала жесткая установка. План выполнить любой ценой. И план хлебозаготовок выполнялся. Кстати, люди, которые были обязаны и которые были ответственны за хлебозаготовки, они несли персональную ответственность за выполнение плана. Если они не выполняли план, как минимум их выгоняли с работы, а это означало, что ты превращаешься из элиты
превращаешься, загоняешься туда, в подполье, перестаешь иметь те привилегии, которые имела советская элита, или даже ты мог попасть в тюрьму. У нас, у историков, есть данные, правда, они относятся к Северному Кавказу, когда в голодные годы, 32-33 год, когда загоняли в колхоз насильственно людей, на Северном Кавказе было около 2000 смертельных приговоров для активистов, которые не сумели выполнить план. Представляете, память об этом, о том, что если ты не выполняешь план, тебя могут расстрелять, она жила в умах тех людей, которые выполняли хлебозаготовки. И они безжалостно выбирали все. Даже если у некоторых из них были какие-то человеческие качества, они думали о том, что Инстинкт самосохранения мы же обрекаем их. Но инстинкт самосохранения говорил: нет, надо все забирать, иначе я умру. Ну вот для того, чтобы, знаете, как сказать, есть данные, потому что вы были тем историком, который опубликовал впервые документы, связанные с голодом, да? Но вот эту вот, скажем так, разницу между севером и югом, как ее можно объяснить? Ну, я отказываюсь, что называется, как бы принимать то, что на севере или в центре не было крепких хозяйств, там и тоже было, скорее всего. Просто в чем разница? И еще один момент. Есть, я слышал, что есть данные, которые показывают, что как только стали помогать югу во время голода, да, там резко возросла смертность на севере и в центре. Потому что стали забирать оттуда. Нет, это неправда. Основные причины голода и смертности на юге, несомненно, было то, что там были значительно больше процентов крепких хозяйств, и они впервые подверглись опустошению со стороны советской власти. Это первое. И второе. О том, что советская власть практически не помогала, не пришла с необходимой помощью для голодающих. Ну да, меня могут сейчас объяснить, но что ты говоришь? Ведь были так называемые столовые, была так называемая помощь, которая приходила из Союзного фонда для голодающих Молдовы. Да, все это было. Но когда мне говорят об этом, и когда я смотрю на документы, в том числе на те объемы помощи, продовольственной помощи, которые шли в Молдову, то я сразу говорю: так почему же эта помощь не предотвратила смертность? А наоборот, она увеличилась к апрелю, если я понимаю, да? Нет, наверное, умерло бы, наверное, 300 тысяч человек. Но погибли от голода 200 тысяч. Это тоже То есть немало. зачем нужно было забирать последнее в хозяйствах, чтобы потом, когда уже они начали умирать, пухнуть от голода, в феврале месяце было зафиксировано почти 300 тысяч человек, больных алиментарной дистрофией в феврале 1947 года. Но это были лишь официальные данные. В реальности далеко не все попали в число зафиксированных больных алиментарной дистрофией. И с этой точки зрения, конечно, советская власть, она вела себя как настоящая власть убийц. Потому что в государственных закромах Родины, как говорилось тогда, на государственных складах хранилось 10 миллионов тонн хлеба. Но Сталин запретил брать оттуда хлеб. И это в условиях, когда больше 1,5 миллиона тонн хлеба было экспортировано в страны с так называемой зарождающейся социалистической демократией. Это вот эти примеры, которые показывают, какое было отношение советской власти, реальное отношение к своим гражданам. И еще один был момент, который объясняет, почему здесь, в Бессарабии, смертность была столь высокой. Ну, во-первых, я уже заговорил о том, что бессарабцы совершенно не были адаптированы к советскому образу жизни, к советским законам. Они не понимали, как это можно прийти и забрать последнее у голодающего ребенка. Это первое. И второе. Отношение советской власти к бессарабцам было... Да, бессарабцы уже были советскими людьми официально, но неофициально они не были советскими. Это были люди, которые, так сказать, несли на себе печать румынского режима, румынской идентичности. Их нужно было переобразовать, перековать в советского человека. А
Как это происходило в условиях сталинского режима? В первую очередь посредством внедрения страха. Страх был тот механизм, тот политический и социальный механизм, который заставлял людей становиться советскими людьми. Это произошло в 1932-1933 годах, когда украинцы, ну, не только украинцы, конечно, но в первую очередь на Украине, произошли массовые восстания против коллективизации. И что сделал Сталин? Сталин просто, так сказать, использовал искусственный голод. Он практически погубил 6 миллионов украинцев посредством голода. То есть это репрессии и истребление. Да, и репрессии и уничтожение, физическое уничтожение людей для того, чтобы внедрить в умы людей страх и таким образом осуществить политический контроль над массами. Это была сталинская форма, так сказать, осуществления государственной политики. Да, после Сталина произошла определенная, так сказать, релаксация, определенная демократизация и прочее, прочее, но в сущности режим остался тем же. Вы имеете в виду про оттепель Хрущева и так далее, да? Да, и оттепель Хрущева, и во времена Брежнева уже никогда не было этих репрессий, таких репрессий, как во времена Сталина, но режим был чрезвычайно жестким. И, да, собственно говоря, этих репрессий уже в них не было необходимости, потому что выросло 2 поколения людей, в умах которых страх был центральным элементом. Нельзя. Есть КГБ, есть психиатрические больницы, есть ГУЛАГ и прочее, прочее. Все это существовало. Ну да, не в таких, так сказать, жестких формах, как во времена Сталина, но все сохранялось по-прежнему. Любое, так сказать, противопоставление власти моментально каралось. И уже не были необходимы такие столь жесткие карательные меры, потому что, повторяю еще раз, страх уже был элементом сознания. Подкорки. Да, и поэтому власть контролировала ситуацию достаточно легко. Проблема, знаете, в чем заключается? Что элементы страха, они ведь сохраняются до сих пор в нашем сознании. Они передаются из поколения в поколение. В искаженном виде, конечно, не в такой прямой форме, но мы продолжаем нести на себе бремя воспоминания, бремя всего того, что было накоплено во времена советской власти. Еще одна историческая тема, господин Царану, годовщина исторического голосования «Сватый царь» 27 марта об объединении с Румынией. Чем для нас, для граждан Республики Молдова современных, была эта дата? Ее не отмечали широко в Республике Молдова, и в Румынии о ней говорили. Хотя я обратил внимание, в Румынии некоторые блогеры и влогеры поднимали эту тему, пытались рассуждать на эту тему. Но так, не очень. Ну, для Румынии основная дата – это, конечно, 1 декабря, тогда, когда образовалась Большая Румыния. Мариа Унири, да? Мариа Унири, да. Но 1 декабря было бы невозможно без 27 марта. Потому что началось вообще объединение, создание Большой Румынии, то есть создание единого румынского государства 27 марта 1818 года, тогда как Бессарабия открыла практически этот процесс. Ну, что это значит? Ну, во-первых, мы не прошли через голод 22 года. Мы не знали ужаса коллективизации и голодомора 32-33 годов. Мы не знали ужасов репрессий, которые были в Молдавской автономной Советской Социалистической Республике, когда там, например, все эти волны молдавинизации, латинизации, когда выбили практически тех же самых коммунистов, самых таких верных коммунистов, расстреляли к чертовой матери, так сказать, пачками их расстреливали и насаждали то, о чем мы говорили раньше, страх. Убивали своих. Неважно. Самое главное, чтобы боялись. Не думали о том, чтобы сохранять те кадры, революционные кадры. Вы вспомните, что сделал Сталин. Он практически выбил всю старую Ленинскую гвардию. Под корень вырубил все. Да, и таким образом убил в самой партии любые поползновения, например, каких-то дискуссий, каких-то других мнений. Есть одно мнение, мнение Иосифа Виссарионовича, все остальное должно быть расстреляно. И они это делали. Мы не прошли через все эти ужасы.
Да, Бессарабия в составе Румынии не была, так сказать, местом идеальным на этой планете, несомненно. Там были свои проблемы, но по сравнению с тем, что было там за Днестром, это было, несомненно, своеобразное Эльдорадо. Да, здесь произошло все то, что было связано с так называемым румынским возрождением. Здесь появились школы, появились университеты, появились экономическая жизнь. Хотя, повторяю, Бухарест всегда рассматривал Бессарабию, скажем так, как территорию, которая, к сожалению, для Бухареста не была совершенно точно гарантировано его вхождение в состав румынского государства, потому что Советский Союз никогда не признавал Вот с этой точки вхождение зрения, Бессарабии. можем ли мы сказать, опять же, я не как историк, я пишу человек, который интересуется историей, да, скажем так, беседует с историками на исторические темы. Учитывая то, что после Мари Унири, после вхождения Бессарабии в состав Румынии, на территории Бессарабии еще почти 10 лет было военное положение. Больше. Больше. Попытки Советского Союза, и Советский Союз никогда не признал Бессарабию за Румынией. Потом можно фактически утверждать, опять же, поправьте меня, если я не прав, что Румыния вступила во Вторую мировую войну из-за Бессарабии. Потом это привело к тому, что, окей, Антонеску хотел только вернуть обратно Бессарабию, и на этом все, но фактически это было роковое решение, которое втянуло Румынию и дальше в войну, и 150-160 тысяч румынских солдат оказались в плену или убитыми под Сталинградом. Да? То есть это большая цена. Можно ли сказать, что за вхождение Бессарабии в Румынию Румыния заплатила высокую цену? Нет. Любое национальное государство, оно существует лишь только тогда и имеет шансы на развитие лишь только тогда, когда оно озабочено национальным единством. Это аксиома. Если какое-либо государство отказывается от реализации национального единства и не собирает под свой купол все то, что является национальным, это государство находится на нисходящей фазе развития, оно исчезнет. С этой точки зрения Румыния делала в отношении Бессарабии все сделала правильно. Проблема в другом, что конъюнктура международная была такая, что Румыния оказалась в чрезвычайно сложной ситуации, она не смогла сохранить вот это вот свое территориальное единство до конца, и она вынуждена была, так сказать, лавировать между великими державами для того, чтобы сохранить себя. И это, по большей части, это судьба и многих других, скажем так, средних государств, которые должны подчиняться воле больших международных или геополитических игроков, если выражаться современным языком. Ну, посмотрите, что сегодня творится. И мы сразу поймем, какова была ситуация тогда. И при этом нужно ведь помнить, что когда Бессарабия вошла в состав Румынии, румынское государство было сужено до небольшой территории в той части Молдовы, в Запрудской Молдове. Король, правительство не находились в Бухаресте. Бухарест был занят австро-немецкими войсками. Они находились в Ясах здесь. И практически возрождение Большой Румынии началось в тот момент, когда сама Румыния была сжата до очень небольшой территории в пространстве современной Молдовы Запрудской. Но это говорит скажем так, о видении, о дальновидности тех политиков румынских, которые были тогда, которые сумели использовать международную конъюнктуру в данный момент уже в свою пользу. А вот что касается Советского Союза, то они никогда ведь не признавали, что Бессарабия входит в состав Румынии, хотя, согласно Ленинскому декрету о самоопределении народов, они признали независимость Финляндии, Польши, но не признали независимость Бессарабии, хотя должны были это сделать. А почему? Ну, очень просто, потому что советская доктрина, или, скажем так, коммунистическая доктрина,
она исходила из необходимости распространения так называемой пролетарской революции, мировой революции. Они считали, что через Бессарабию они сумеют пробиться дальше на Балканы, устроить там большую мировую революцию и распространить социализм на весь мир. Почему они это не сделали в Финляндии и Польше? Да потому что руки оказались коротки, они получили по зубам. Мгм. Вы помните войну 20-го года в Польше, когда Они дошли до Варшавы, но до Варшавы, да, но потом вынуждены были утереться и отступить и отдать ту часть Польши, которая потом стала Западной Украиной, Западной Белоруссией и прочее, прочее. В Бессарабии ситуация была другой, они все надеялись. Кстати, нужно сказать, они ведь никогда, ведь по большому счету принципиально Советский Союз был согласен с тем, что Бессарабия не является частью Советского Союза. Когда была Венская конференция, например, они говорили о том, что да, давайте сделаем референдум в Бессарабии. Как решит народ, так и будет. То есть Венская конференция после Крымской войны? 24 года. 24-го. Да. 1924. Да, 1924 года. Они говорили, нужно сделать плебисцит. То есть они признавали, что да, если народ решит, ну, то есть они говорили, да, это не наша территория, но вот народ должен решить, и тогда все будет. Почему румыны отказались? Именно из этих соображений. Нет, это наша национальная территория. Мы не можем устраивать плебисцитов в нашей национальной территории. Советский Союз признавал, что это практически не их национальная территория. Ну, а потом они использовали то обстоятельство, что они никогда не признавали Бессарабию как в составе Румынии, потому что, когда была создана республика автономная, Молдавская Советская Социалистическая в левобережье Днестра, то в основополагающих законах, это и в Конституции там записано, что ее граница, автономия, проходит по пруту, не по Днестру. Днестр был временной границей. Венская конференция – это, по-моему, та агитка, которую организовал Сталин как раз перед созданием вот этой вот МАССР. Нет, они надеялись, ну да, они использовали Венскую конференцию для пропаганды, так сказать, в том числе и так называемой пролетарской революции и прочее, прочее, но они действительно, когда Венская конференция закончилась провалом для них, они пошли по пути создания автономии. И провал Венской конференции, то есть они не сумели дипломатическим путем вернуть себе Бессарабию, и тогда они решили создать автономию для того, чтобы молдавская автономия на левом берегу Днестра стала своеобразным плацдармом для будущего захвата Бессарабии, а может быть и для дальнейшей, так сказать, эскалации, для дальнейшей интервенции на территории Румынии. Уточняющий вопрос, просто чтобы разъяснить, расставить все точки над «и». Вы сказали, ответили на мой вопрос, когда я сказал, что не заплатила ли Румыния высокую цену, да, вы сказали, что любое государство должно стремиться к тому, чтобы вобрать в себя. Просто сейчас очень многие попытаются провести некую параллель с тем, что делает Россия. В чем разница в данном случае? Нет, разница в том, что Россия не является национальным государством. Россия – это империя, а все империи рано или поздно распадаются. Распадется и эта империя. И она распадается. Ее распад начался в 1917 году, продолжился в 1991 году. И сейчас Путин пытается... Собственно говоря, что делает Путин? Он пытается остановить распад империи. Но он заплатит очень дорогую цену за это. Он превратил украинцев в своих врагов России на много-много лет вперед, на столетия. Вы посмотрите, что происходит на Северном Кавказе. Где Азербайджан? Где Армения? Вековечный... Извините. На Южном Кавказе. Ну да, на Южном Кавказе. Где Армения, которая всегда была вековечным союзником России? Армения сегодня отпадает, говорит, нет, все. Вы вспомните Пашиняна, последний его визит в Кремль, где он преподал лекцию демократии самому Путину. И Путин сидел, потупив глаза, и слушал вещи, которые для него были крайне неприятны. А что делать? Об этом говорил лидер народа, который не желает свободы, который не желает быть частью империи. Империя распадается. Россия будет распадаться и дальше. И проблема России заключается в том, что чем больше они будут пытаться посредством силы, посредством военной агрессии, так сказать, сохранять себя и даже расширяться, тем больше они закладывают мину под сами устои российского государства.
Возвращаясь в Республику Молдова и возвращаясь к теме Гагаузии. То, что делает сейчас, потому что согласитесь вы с таким утверждением, что гагаузы, да, чья идентичность была изменена во время Советского Союза, до сих пор не приняли того факта, что этой страной управляют не русские? Ну, вы понимаете, для гагаузов основное... В чем вообще заключается большой интерес гагаузов? Сохранить свой язык, сохранить свою национальную идентичность. Я такие вещи размышляю слышу только в Кишиневе, в Гагаузии я их вообще не слышу. Ну да, я понимаю, но уже хорошо, что об этом говорит Кишинев. Уже, да. Это означает, что и вы гагауз, Да. вы говорите об этом. Значит, существуют в Гагаузии определенные островки, где это живет, эта идея живет. Это, несомненно, будет распространяться, это будет возрождаться. Для нас самое главное сегодня – это получить Гагаузию в качестве органического элемента молдавского сообщества, молдавского государства. Потому что если этого не будет происходить, гагаузы будут жить так, как жили последние 30 лет. Они живут отдельным островком, они живут как изгои, они постоянно будут иметь Кишинев в качестве, так сказать, в качестве центра, который с подозрением смотрит на гагаузов. Что-то там не порядок, что-то эти гагаузы не то делают. А это во вред гагаузов. А тут возникает вопрос, а почему возникла эта ситуация? А ответ на этот вопрос на поверхности, он достаточно простой. Потому что в бедной стране, а мы бедная страна, а Гагаузия – один из самых бедных регионов Республики Молдова, в бедной стране функционируют недемократические представления, которыми пользуются граждане. Там, где ВВП на душу населения очень низкий, там демократические законы работают очень слабо. А всегда в таких ситуациях на поверхности появляются эгоистические политические группировки, которые, так сказать, используют создавшуюся ситуацию в свою пользу, в своих интересах. Используют бедность как политическое оружие. Да, как политическое оружие, как политический рычаг для собственного обогащения. И то, что происходит. И это характерно не только для Гагаузии, характерно для Республики Молдова. Но в Гагаузии это особенно выпукло. Это же до чего нужно дойти, чтобы получить автономию? Ну, хорошо. Эта автономия и политическая власть в этой автономии позволяет тебе действительно там обогащаться и прочее, прочее. Но ты почему игнорируешь фундаментальные ценности своего собственного народа? Язык, так сказать, национальную идентичность, национальную культуру. Ты почему не развиваешь эти вещи? Ну, ладно, воруй, Бог с тобой, потом разберемся. Да. А они ведь что сделали? Они полностью это проигнорировали. А почему? А потому что они не гагаузы по-настоящему. Для них гагаузский язык, ну, это такое, знаете... Это я подозреваю, я не являюсь гагаузом, не знаю гагаузского языка, но я боюсь, что для них гагаузский язык – это, ну, знаете, такая придача. Ну да, какая-то неудобная, это как чемодан без ручки. Вы таких, уверен, встречали среди молдаван тоже? Конечно, конечно. Почему я об этом говорю? Потому что я репродуцирую, так сказать, ситуацию в Молдове среди молдаван. Ну, были молдаване, которые, так сказать, выучили этот русский язык достаточно хорошо. И им было удобно еще возвращаться к этому молдавскому языку и прочее. Да и бог с ним. Ну да, мы говорим там на кухне на молдавском языке. Вот это то, что происходит сейчас у вас в Гагаузии. Гагаузский язык, он такой, так сказать, рудиментарный, его выбросили куда-то там, так сказать, на обочину. Мы будем говорить по-русски, потому что нам удобно. Потому что это для нас, так сказать, нам это облегчает жизнь. Вы произнесли слово «нужно сделать так, чтобы Гагаузия стала органической частью молдавского общества и Республики Молдова». И тут у меня к вам такой вопрос. А как это сделать? То, что сейчас делает правительство. И вот сейчас, мне кажется, важный такой момент – это выборы в Народное собрание. Вы следите за тем, что творится вокруг выборов, и вы видите действия Кишинева. Да? Я имею в виду обращение в Конституционный суд, попытка отобрать, пересмотреть некоторые полномочия, связанные с выборами. Да? Вы считаете, что действия правительства в этом направлении оправданы?
справедливо, или вы считаете, что нужно какой-то другой подход применить к этому? Я думаю, что справедливо. И справедливо, потому что любое государство должно уметь себя защищать. То, что произошло в Гагаузии, когда большинство гагаузских голосов, используя демократические институты, просто нагло, грубо купили, как пучок редиски на базаре, да, и использовали, так сказать, полученную власть для того, чтобы дестабилизировать Республику Молдова, ну, извините, а что нам остается? Кишинев обязан просто принимать меры, да, очень непопулярные, временами на грани, так сказать, демократических процедур, но они необходимы для того, чтобы восстановить порядок и не позволить, чтобы Гагаузия превратилась в деградирующий, в деградантский, так сказать, элемент молдавской демократии, молдавского государства и прочее, прочее. Другое дело, что придет время, и все это дело, так сказать, нужно будет возвращать в нормальное русло. Но то, что происходит сегодня, мы же прекрасно знаем, что такое состав нынешнего, так сказать, собрания вашего гагаузского. Это люди, которые были отобраны, так сказать, большинство из них были отобраны, так сказать, по принципу «ты верен Шору? Ты поклялся в верности Шору или не поклялся?» И вы что, хотите, чтобы по отношению к ним, так сказать, использовались все демократические права и процедуры? Так они плевали на эти права и процедуры. Поэтому демократия должна уметь себя защищать. Я думаю, что Кишинев поступает сегодня недостаточно так сказать, решительно и недостаточно эффективно для того, чтобы навести там порядок в Гагаузии и позволить гагаузам действительно иметь право свободного волеизъявления, а не искаженного волеизъявления последствием электоральной коррупции. Кишинев просто обязан этим заниматься, потому что Гагаузия – это часть молдавского государства. Вы считаете, что направление правильное, но недостаточно решительное? Вы знаете, если бы я был бы президентом, и у меня было бы парламентское большинство, я бы ввел бы сейчас в Гагаузии чрезвычайное положение. Ого. Да? Я не против, я просто хочу, чтобы Я бы ввел бы там чрезвычайное положение. Но прежде чем сделать это, я бы, так сказать, использовал все коммуникационные каналы для того, чтобы объяснить гагаузам, что это необходимо. И что это нужно делать с широкой поддержкой самих гагаузов. И я бы предоставил бы им возможность убедиться в том, я бы не просто ввел чрезвычайное положение, я бы сказал, что будет после этого чрезвычайного положения. Я бы сказал, на сколько времени я ввожу это чрезвычайное положение. Это совершенно временная мера. В каких целях? И в каких целях, конечно. И что из этого выйдет. И я думаю, что большинство гагаузов поддержали бы такое решение. Я бы показал бы истинное лицо тех людей, которые сегодня управляют Гагаузией, которые практически являются, ну, по большому счету, людьми, которые не просто искажают волеизъявление гагаузского народа, но которые являются людьми, которые делают гагаузскому народу плохо. То, что происходит в вашем собрании, ну, это, извините, это переходит все границы. Ну, на то, что это вы выразились рудимент молдавской демократии, или как это слово, то оно, в принципе, было такой деструктивный элемент молдавской демократии, оно было всегда, просто последний электоральный цикл показал, что это уже становится опасным для Республики Молдова. Да, но это произошло. Да. В том числе и потому, что вину за это несет не только Камрад. И Кишинев. Кишинев, несомненно. Тут сидели ребята у власти, которым плевать было на то, что такое, так сказать, эффективность, государственная эффективность, что нужно делать для того, чтобы органически интегрировать гагаузов в молдавское общество. Они дали этот закон, там на время потушили там пожар в Гагаузии, сказали, ну и ладно, пускай они там делают все, что дальше хотят. Нужно было начать работать, а они просто оставили. Да, они просто, так сказать, отошли, оставили Гагаузию, так сказать, вариться в собственном соку, и вот мы получили то, что получили сегодня. Значительно более сложную ситуацию, из которой значительно труднее выходить. Но выход все-таки есть. Гагаузы – это разумный народ. Понимаете, его можно обмануть, но до бесконечности водить за поводок народ невозможно. Особенно, если этим делом серьезно займется Кишинев.
А в Гагаузии есть достаточно много здравомыслящих людей. Я их видел вчера в Авдарме, я видел их в Гагаузском университете, я видел их в Камрате, так сказать, на уровне примарии и прочее, прочее. Там есть очень много разумных людей, и они способны повлиять благотворнейшим образом на ситуацию в Гагаузии. Сделать так, чтобы Гагаузия стала процветающим регионом Республики Молдова, а не таким отсталым, застойным, каким является сегодня. Давайте поговорим ведь про еще один регион, Приднестровье. Там сейчас происходят определенные вещи, которые загнали этот регион тоже в бедность, еще большую бедность. Да? И мы по-прежнему слышим оттуда вот эту вот канонаду про то, что риторику «приднестровский народ» и так далее и тому подобное. Полное противление тому, что реальности, которая, в принципе, указывает на то, что другого варианта, кроме как реинтегрироваться, как бы нет. Как долго вообще это может продолжаться, с вашей точки зрения? Ну, это судьба маленького государства, которое зависит в своих решениях, в том числе от воли больших игроков. Приднестровье – это не только внутренняя проблема Республики Молдова. Я бы даже сказал, это больше, чем внутренняя проблема Республики Молдова. До тех пор, пока Москва влияет на Приднестровье, а Приднестровье является тем механизмом, посредством которого Россия осуществляет геополитический контроль над Молдовой, до тех пор будет достаточно сложно принимать какие-то решения. Меня умиляет, так сказать, вот эта вот риторика, постоянные претензии, которые существуют, в том числе и в нашей прессе, и даже в нашем экспертном сообществе. Почему у Кишинева до сих пор нет плана решения приднестровского вопроса? Такой план не может существовать в деталях сегодня. Его можно разработать как концепцию. А эта концепция говорит о следующем. Мы можем решить приднестровскую проблему, если устраним решающее влияние России на процесс. Мы ее деоккупируем. Да. Вот и все. Следовательно, дальше существует такое мнение, почему мы не используем все наши рычаги, все-таки Приднестровье во многом в экономическом отношении зависит от нас и прочее, прочее. Да, мы можем это использовать, несомненно. Но существует взаимозависимость экономическая между Молдовой, между правобережной Молдовой и левобережной Молдовой. До сих пор мы еще зависим от этого выключателя электрического, который находится там. Да. Все эти годы мы лишь только сейчас подходим к тому этапу, когда будет решена проблема энергетической безопасности Республики Молдова посредством поставок из Румынии. И обращаю ваше внимание, люди, которые проектировали вот эту линию электропередачи из Сакча-Волконешта. Старую или новую? Новую, которая сейчас заканчивается или уже вошла в действие. Да. Но кому пришло в голову пускать какой-то отрезок этой линии через территорию Украины? Как можно было, так сказать, исходя из соображений национальной безопасности, задумываться о какой-то там элементарной экономии средств и таким образом пускать эту линию, которая обеспечивает нашу энергетическую безопасность через территорию другого государства? Вот мы сейчас получили результат этого. Там вот этот аппендикс, он по-прежнему сохраняется. Конечно, да. И вот они, так сказать, российские дроны разбомбили ее, и у нас был энергетический кризис. То есть они решали проблему независимости от МГРС? Да, МГРС. А тут оказалось, что есть и другая возможность. Сегодня у нас с Украиной великолепные отношения, очень хорошие отношения и прочее, прочее. Но ведь ситуации меняются. И вообще, так сказать, национальная безопасность – это вещь, которая очень такая строгая. Ее нужно выполнять по нотам, как по нотам играть. Вот эта ситуация, когда Кишинев практически не оказался в состоянии думать по-государственному. Учитывать все риски. Если мы исходим из того, что Приднестровье оккупировано, насколько вообще реалистично решение этого вопроса мирным путем? Возможно, несомненно, возможно. Для этого нужно сделать так, чтобы для России поддержка Приднестровья стала слишком обременительной. Оно сегодня обременительно. Но нужно сделать так, чтобы Россия сказала: нет, мы не хотим платить такую
геополитическую и экономическую плату для того, чтобы содержать вот этот аппендикс. Просто понимаете, в чем вопрос? Вопрос в том, какая та плата или ноша, которую не потянет Россия. Потому что мы видим, что вот этот безумный путинский режим, который начал эту войну, и сегодня уже больше миллиона, почти 1,2 миллиона, 1,3 миллиона убитыми и ранеными, это просто поражает воображение. Тут просто не знаю, как мы можем обременить еще больше с Приднестровьем это все. Ну, я просто, как историк, я вам могу сказать, никто не может определить очень точно по времени, когда произойдет изменение на уровне кремлевского руководства. Где та соломка, которая сломает хребет Да. верблюду, да? Да. Но то, что это произойдет, это совершенно очевидно. Так это продолжаться просто не может. Ну да, пока у нынешнего кремлевского режима достаточно большой запас, скажем так, террористический потенциал для того, чтобы держать в страхе свой собственный народ. Но рано или поздно это рухнет. А вместе с ним и рухнет и вся эта конструкция геополитической зависимости. И тогда станет вопрос, тогда в Москве просто, когда придут рациональные люди в Москве к власти, они скажут, ну и зачем? Что мы получим от этого? Вот мы держим эту Молдову в зависимости от себя. И что мы получили взамен? Мы получили в Кишиневе, так сказать, власть, которая не хочет поддерживать отношения с Россией. Это порвало все отношения с Россией. Ведь были времена, когда 80% нашего экономического экспорта шло в Россию. Это была такая зависимость, это был такой рычаг влияния, который трудно себе представить. Это сколько ума нужно было для того, чтобы устраивать экономические эмбарго для Республики Молдова и таким образом направлять молдавское правительство, которое не думало по-настоящему о экономической безопасности Молдовы, нас же вынудили к этому. Наши правители об этом не думали. Это Россия, благодаря Путину, благодаря, так сказать, экономическим эмбарго мы переориентировали свой экспорт, и сегодня там в России идут 8% нашего экспорта, все остальное идет в совершенно другую сторону. Но самое главное, что Россия потеряла экономические рычаги влияния на Республику Молдова. И, скажем, все меньше и меньше. И Приднестровье остается единственным. Ну да, Приднестровье, да, это единственный, но это не экономический рычаг. Да, это другое. Я имею в виду, Да. оно, да, теряет все рычаги, которые были, теряет каждый. И тогда возникает естественный вопрос. А как оценивать российскую политику с точки зрения интересов России, геополитических интересов России в этом регионе после того, что они сотворили вот такое? Да. Смотрите, у нас есть, мы уже приближаемся к концу нашего интервью, мы попросили наших зрителей задать вам вопрос. Мы впервые практикуем такой формат, и мы благодарим всех наших зрителей, которые откликнулись и адресовали вопросы к вам. С вашего позволения я бы задал их. Да, конечно. На румынском языке наш пользователь в YouTube, я на русском языке его зачитаю, в Телеграме, да, под ником ВДМ пишет. Care este părerea dumneavoastră, domnul Țăranu, despre reforma administrativ-teritorială, în loc să revenim la 8 județe mari, noi tot continuăm cu raioanele, regiunile, autonomii speciale, iar Găgăuzia și Stânga Nistrului nici nu sunt incluse în această reformă. Cum vedeți o reformă deplină și nu una cu jumătate de măsură? Ну, во-первых, мы вынуждены будем делать реформу. Ее нужно делать. Она давно назрела. Она еще вчера, позавчера назрела. Да, мы ее сделаем. Что касается Приднестровья, ну, мы можем лишь только теоретически включить Приднестровье, скажем так, в эту реформу. Были предложения о том, чтобы не выделять Приднестровье в отдельную, так сказать, территорию местного самоуправления, а включать куски из Приднестровья по горизонтали, а не по вертикали. Я думаю, что это один из способов. То есть Каменка становится частью Резинского района? Резинского района. И до восстановления территориальной целостности Резинский район существует или функционирует без Каменки. Без Каменки. Вот так. И так Дубасары, Тирасполь, да, и так далее, да, и прочее. Что касается Гагаузии, я думаю, что у нас нет вариантов, при которых будет исключена гагаузская автономия. Гагаузская автономия будет элементом этой административной реформы. Проблема заключается в другом, каково будет содержание гагаузской автономии в рамках этой реформы.
Это уже нужно обсуждать, это нужно садиться и обсуждать в том числе вместе с гагаузами. Но, это очень важное «но», с гагаузами, которые руководствуются интересами гагаузского народа, а не своими узкокорыстными корпоративными интересами, как обсуждать, например, сегодняшнюю эту реформу, местную административную реформу с нынешней властью в Гагаузии просто лишено смысла. Потому что они будут заинтересованы лишь только в том, чтобы торпедировать эту реформу, а не осуществлять ее. Поэтому задача этой реформы в том, что касается Гагаузии, это в том числе и сделать так, чтобы в Гагаузии свободное волеизъявление гагаузского народа было на поверхности, а не в туне. Следующий вопрос. Deci, există un moment cheie din istoria Moldovei pe care îl considerați greșit înțeles sau subestimat de către publicul larg? Încă o dată, Există un moment cheie din istoria Da. Moldovei pe care îl considerați greșit înțeles sau subestimat de către publicul larg? Да, дesigur. Конечно. Я думаю, что самая большая, я не знаю, если это ошибка, скорее, это самая большая проблема для молдаван здесь, на территории Бессарабии, это то, что они подверглись процессу идентитарной деконструкции. И, к сожалению, многие из них приняли ее результат. То есть молдаване стали не румынами. Часть молдаван стала не румынами. Я на днях, когда у нас было участвование 27 марта в зале объединения, я там сказал одну фразу, очень, собственно говоря, одну формулу высказал публично. Она звучит следующим образом. Не все румыны являются молдаванами, но все молдаване являются румынами. Да, я читал эту фразу. Да. И мне очень понравилось один пост на это мое высказывание, которое появилось в интернете. Оно было по-молдавски, но звучит, я переведу по-русски. Не все, в русском оно звучит немножко по-другому, потому что... Ну, румын, да, дуб по-румынски – это стежар. Так и этот пост звучал следующим. Не все деревья являются дубами, но все дубы являются деревьями. Но если есть хоть один дуб, то есть по-молдавски, по-румынски, так если макарон стежар, care nu se socoate copac, înseamnă că el e дуб дубом. И это, если есть хоть один дуб, который не считает себя деревом, значит, он дуб дубом. Мне это понравилось, потому что вот это народное творчество, оно иногда выражает в очень выпуклой форме истинную формулу, по которой мы живем. Ну вот это от того же пользователя, Lilia9495, наш пользователь, подписчик в YouTube. Следующий вопрос она задает. În ce măsură identitatea moldovenească actuală este încă influențată de moștenirea sovietică și observați astăzi o orientare durabilă către o identitate mai europeană sau românească, dacă observați? Да, конечно. Когда мы вышли из Советского Союза, все социологические опросы фиксировали существование в Бессарабии, сегодня в Республике Молдова, румынской идентичности на уровне 3-4%. Сегодня этот процент 40%, а последний опрос, который был проведен вместе с диаспорой, говорит о том, что среди молдаван румынская идентичность превышает 50%. Это за 30 лет, да? Это за 30 лет. И тут уже, так сказать, две вещи, которые бьются голову об голову. Некоторые считают, что этот процесс идет слишком быстро. Угу. Другие считают, что он идет слишком медленно. Я отношусь ко второй категории. Но совершенно очевидно, что тренд, его нельзя остановить. Рано или поздно подавляющее большинство молдаван Республики Молдова усвоят румынскую идентичность. Это совершенно очевидно. Ну как можно
Как можно своему ребенку объяснять, что Михаил Минеску, который сказал «Носентем румынше пунктом», является молдавским поэтом, а не румынским поэтом. И многие вещи из этой же самой категории. В тот момент, когда Республика Молдова станет румынской с точки зрения национальной идентичности, это не значит, что гагаузы должны стать румынами, ни в коем случае. Но гагаузы воленс-ноленс – это национальное меньшинство. Они должны жить по законам, которые, так сказать, диктуются национальным большинством. В тот момент, когда молдаване в Бессарабии станут румынами и усвоят румынскую идентичность, подавляющее большинство наших проблем превратятся в совершенно иное. Они будут уже не теми, которыми являются сегодня. Ведь вы посмотрите, что случилось с теми государствами, которые вместе с нами вышли из Советского Союза, но которые вышли из Советского Союза, имея национальную идентичность. Эстония, страны Балтии, Латвия, да. Балтия. Смотрите, где они и где мы. С моей точки зрения, а я думаю, что это правильная точка зрения, наша проблема заключается в том, что у этнического большинства в Республике Молдова нет своей четкой национальной идентичности, что делает любое сообщество целенаправленным с точки зрения достижения стратегических целей. А стратегическая цель – это цивилизационный выбор. Молдаване, и тут даже не проблема гагаузов, русских, украинцев, болгар, евреев, всех национальных меньшинств в Республике Молдова. Проблема в национальном большинстве. В титульном большинстве. В титульном большинстве. Если бы они были единым, тогда бы не было бы проблемы в том числе и интеграции национальных меньшинств. Потому что я понимаю представителей национальных меньшинств в Республике Молдова. А нам куда интегрироваться? Вы то вы румыны, то вы молдаване, то вы сами о Я с себе вами не согласен, можете сказать. потому что это же, это мы видим, отражается на всем. На решении тех проблем, которые связаны с Гагаузией. На решении, вот, допустим, сейчас элементарной административно-территориальной реформы, которая давно назрела, как вы сказали. И я просто сейчас представляю, какое сопротивление она встретит в парламенте. Да? От той самой оппозиции, ну, Да. в кавычках оппозиции, которая эту реформу в 99-98 году, которую приняли, потом отменила, и которая явно чьи интересы представляет, она просто будет торпедировать, как вы говорите, эту реформу и всячески ей препятствовать. Конечно. А парламент на сегодняшний день – это отражение того, что титульное большинство Республики Молдова расколото по-прежнему. Да, к сожалению. Да. Потому что в любом государстве, в титульном большинстве существуют разные представления о различных политических процессах, различных политических целях. Но титульное, так сказать, большинство всегда едино или в подавляющем большинстве едино в выборе главной стратегической цели. И это обеспечивает стране стабильное развитие. А когда происходит то, что происходит у нас, титульное большинство разделено между двумя геополитическими выборами, практически между двумя цивилизационными выборами. Одни тянут в Европейский Союз, к европейской цивилизации, другие тянут в евразийскую. Тогда ничего не получается. Тогда мы стоим на месте. Сегодня, после 35 лет существования молдавского государства, мы по экономическим показателям еще не вышли на уровень 1991 года. Представляете? 35 лет застоя. Почему? А вот именно потому, что титульное большинство оказалось неспособным создать то ядро, которое обеспечивало бы стабильное развитие. И я боюсь, что до тех пор, пока мы будем играться в эти игры, которые называются молдавская особенность, молдавская идентичность и прочее, мы будем продолжать находиться в этом же самом состоянии. Потому что я знаю, что для национальных меньшинств это сегодня достаточно такая неприятная тема, но возвращение Молдовы в состав своего национального ядра, откуда оно было вырвано, это может оказаться единственным путем восстановления того, что мы хотим видеть в своей стране. Материальное благополучие и демократические устои. Кстати, Майя Санду давеча в Риге произнесла фразу, которая многих должна заставить задумываться.
Республика Молдова – это то, что в свое время было вырвано из состава Румынии. Ну, тут с этим сложно спорить. Да, с этим трудно спорить, но сама эта констатация, она с неизбежностью требует продолжения. А что дальше? Возвращение в той или иной форме. Да, Нет? да. И последний вопрос. Такой немножко, скажем, интересный, да, интересная постановка. Людмила Ознобшина спрашивает. Желает нам успехов и вам, в том числе, в частности вам, потому что вам адресован вопрос. Знать историю румынского народа – это значит быть частью чего-то большего, пишет Людмила. У меня была когда-то книжечка с юмором про историю античных народов мира. Это был такой тонкий и безобидный юмор, но, к сожалению, я потерял эту книжку. Уважаемый доктор истории наук Анатолий Царан, сможете ли вспомнить что-то такое из хроники истории Молдовы? Что-то смешное? Да. В такой в забавной и интересной форме преподносит историю. Я скорее могу вспомнить трагические, так сказать, страницы. Они больше запоминаются. Ну, смешное. Да, она просто поставила меня в тупик. Окей, мы не обязательно отвечать. Да. Мы потом можем в описании или в комментарии ответить, может, вы вспомните. Про историю румын, допустим, да, в частности. И, кстати, да, вот вопрос. Почему мы в Молдове изучаем... Это молдавинистам, да, ответ. Почему в Молдове изучаем историю румын, а не историю Молдовы? Потому что это вечная тема. Ну да, потому что, когда мы начинаем изучать историю Молдовы, выясняется, что Молдова, так сказать, на протяжении большей части своей истории была частью румынского пространства. И тогда ставится вопрос, а как ты будешь изучать эту историю? Вот говорят, что молдавское государство, вот это, кстати, по поводу смешной репризы, что молдавское государство родилось раньше румынского государства, и поэтому молдавское государство имеет право на существование больше, чем румынское государство. Но если исходить из этого, то нужно тогда исходить из того, что, например, Бавария, которая как княжество родилось значительно раньше объединенного германского государства, должно сегодня существовать, а германское государство нужно отменить. Или, например, Пьемонт, или там Сицилию, или Италию. Да, или Нижний Новгород, кстати. Да. Вот Новгород, не знаю, Новгород. Ну да. Новгород, Псков там, да. Ну да, Новгород, в смысле, не Нижний Новгород, а Новгород, да. Новгород как республика. Да. Да. Вот вам, пожалуйста, смешной эпизод молдавской истории с трагическим или с драматическим оттенком. История всегда очень такая, знаете, полнокровная и многоцветная. И когда пытаешься в ней найти что-то одноцветное, всегда ошибаешься. Поэтому с этой точки зрения молдавская история, она мало чем отличается от европейской истории. Тогда, когда начало формироваться румынское государство, единое централизованное румынское государство, она полностью соответствовала тем процессам, которые происходили во всей Европе. Кстати, объединение княжеств произошло в 1859 году, на несколько лет раньше формирования единого итальянского государства. И раньше, чем Германия. Раньше, чем Германия в 1971 году. Правда, процесс в Румынии в румынском пространстве начался в 1959 году, но затянулся до 1918 года, когда появилась Большая Румыния. Господин Царан, спасибо большое за этот разговор. Очень важный и интересный разговор получился. Я вас благодарю за приглашение. Я надеюсь, что мы смогли сегодня хоть частично прояснить некоторые вещи для гагаузской публики и не только. И помочь людям разобраться. Да, конечно. В прошлом и в настоящем. Спасибо большое, друзья. Это был Анатолий Царанов, политик, историк, дипломат. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео для того, чтобы увидел как можно большее количество людей. До свидания, друзья.